Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней, но сначала коротко о главном. Учителя чеченского языка получат по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Эту и другие темы обсудили на расширенном совещании правительства. 1644 tagana vedam olaha sana по 100 тысяч рублей долларов. Подготовка добровольцев на высоком уровне. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, которому показали возможности Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Черный день в истории чеченского народа. В республике прошли памятные мероприятия в честь 80-й годовщины выселения. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Кадыров отметил, что глава государства интересовался социально-экономической обстановкой Чеченской республики и планами по развитию региона на 2024 год. Глава региона доложил о наиболее важных направлениях развития, требующих внимания и участия федерального центра. Также верховный главнокомандующий поинтересовался службой чеченских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО. Накануне в республике отметили скорбную дату – 80 лет со дня высылки чеченцев и ингушей в Сибирь и Среднюю Азию. Обращаясь к жителям республики, глава региона Рамзан Хаджи Кадыров отметил в социальных сетях, что в результате бесчеловечного преступления потери нашего народа составили треть от его численности. Президент России Владимир Путин в 2015 году восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание «Город воинской славы». Это решение поставило окончательную точку в череде различных лживых исторических спекуляций, пытающихся очернить наш народ. Тем не менее, мы всегда будем помнить о жертвах той ужасной трагедии и молить Всевышнего Аллаха о лучшей доле для всех, павших от сталинского произвола. И мы сделаем все возможное, чтобы не допустить подобных преступлений против нашего народа в будущем. По всей республике прошли памятные мероприятия. В центре Грозного у мемориала памяти погибших в борьбе с международным терроризмом собрались известные государственные, религиозные и политические деятели. Они отметили, что чеченский народ был несправедливо обвинен в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. В мечетях Чеченской республики прочитали джаназа намаз и сделали дуа, прося милости для всех погибших. Все учителя чеченского языка получат по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом стало известно в ходе расширенного совещания главы региона с правительством, которое прошло в минувший вторник. Обсуждался и план работы в рамках Года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия республики. Также Рамзан Хаджи Кадыров наградил соратников, внесших значительный вклад в достижение целей и задач СВО. Подробнее в сюжете Хавы Айдамировой. Начинает расширенное совещание глава республики с объявления 2024 года годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия региона. Вступительное слово для доклада он предоставляет первому заместителю руководителя администрации главы правительства Чеченской республики Хадижат Кадыровой. Как вы знаете, мною принято решение об объявлении этого года в нашей республике годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Основной докладчик Хадижу, Образован Организационный комитет по проведению Чеченской республики Года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Кроме того, Министерством Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации планируется организовать более 100 мероприятий в субъектах Российской Федерации. Заместитель председателя правительства Чеченской республики Айшат Кадырова и первый заместитель руководителя администрации Хадижат Кадырова выступили с инициативой поощрить всех учителей чеченского языка денежными премиями и вручить высокие награды отличившимся. Глава региона поддержал это предложение. Он поручил министру образования и науки Чеченской республики Хошбау Дидаеву провести соответствующую работу. Лерми мехда дада шараха нохчи мех шодарвай и вайдуку белш бинер шиэзер мероприятий нервай дала тугер цагала талла нохчи мехта хихар гошан коч тергоцайна цар бешбек бок болх бу вайтеку что уран нохчи мот нохчи гылкш ада чамош. Мы посоветовались с заместителем председателя правительства Чеченской республики Айшат Рамзановной и просим вас отметить заслуги более 1500 педагогов родного языка и поощрить их.
любимая внучка Юду, а бабушки Дон. А Бог не сиду на самом деле из дадулу шляч угри халадон, и хороший дадулу дизерует и вы упущению. Да, мол, да, мел тел чугули китажон ходи. Та по 100 тысяч рублей дальше декрет. И та стажи хаженца нёхшул награч грамот щельчи декредер. Да, мол, вы 1644 тогда вы да, мол, цена по 100 тысяч рублей ахче дон лурду дон. И плюс победы дон награч чуй дон. Йошел награч хажа хошуры оня. Нахана сейчас мелчо уешхлер и мелчо диешхлер. Это не разовый будет оказана помощь, вы периодически вы за помощь оказать идет. Хошбау Дедаев рассказал об итогах командировки в Москву, где в рамках международной выставки форума «Россия на ВДНХ» прошел День образования. Республика стала победителем в номинации за организацию и создание лучшей образовательной инфраструктуры в Российской Федерации. Кроме того, регион награжден дипломом в номинации «Лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов». ودين خابطشات كيت عدين образование ل بلغل دقن بابر وريسبوبليكا يوق делегация غانت اخيك правительство مقردوش يجي مصر ريجيون يرتق اتسك حبي ان بوخبر تاخسن مسنا حلقه министр Волч Кравцовс зам председатель يولا تتيان غوليكا وتسرا اور игрسين حلقه حصر حنا برك الله Волч ديش نجداله اللير حنا правительство да يجي نوخچيچونا диплом шдаитна, Чеченская республика, победитель номинации за организацию, за создание лучшей инфраструктуры, образовательной инфраструктуры Российской Федерации. Алла глерме мехда харши хапурбан свагда ходола аркс. В ходе встречи Рамзан Хаджи Кадыров присвоил высшее звание «Онах» Герой Чеченской Республики советнику главы Чеченской Республики, муфтию региона Салаху Хаджи Межиеву. Присваивается звание Героя Чеченской Республики Межиеву Салаху Митаевичу, муфтию Чеченской Республики. Глава республики также наградил и других соратников за вклад в достижение целей и задач СВО. Присваивается звание «Онах» Герой Чеченской Республики Хататаеву Амхату Ханалиевичу, помощнику главы Чеченской Республики. Мацуеву Висхану Зелимхаевичу, заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру сельского хозяйства Чеченской Республики. Ахмадову Мохмад Эми Исаевичу, управляющему отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике. Баширову Усману Цакаевичу, министру труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Масаеву Илесу Ахмедовичу, мэру города Аргун. Умарову Джамбулату Вахидовичу, президенту Государственного казенного научного учреждения Академия наук Чеченской Республики. За выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при защите интересов Отечества, награждается орденом Кадырова Саидов Абусупьян Резванович. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Айдамиров Шавхал Куршабович, начальник архивного управления правительства Чеченской Республики.
Отдельно Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил президента Академии наук Чеченской Республики Джамбулата Умарова за работу по поиску и возвращению на историческую родину останков 67 чеченцев, в том числе и прапрадеда главы региона Ильяса Биноевского. Он также выразил благодарность мэру Грозного Хасмагомеду Кадырову за огромную работу с добровольцами и помощь фронту, а также министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту Исе Ибрагимову за вклад в благородное дело оказания помощи участникам СВО. Bimbo bol adan shara ta istora ta dai don melbu ta dai dabolch ta ya melu don ta dich da ishoch ton bimbo yogan bu don ta yol da ton davelan ubosh istiga ubosh ista hazır das milch met davut sagar milch rayon davut sagar milch gor davut sagar dat don ja wel is don wij hokker bellos televidnia bellos Odest ja wel toe don 67 kuz eeuwig nachtje don zawalina don nachtje don da wel das don das turpaloger don je om don da doch wel da la to bol don da mos gochum la don da tan don oka don wa hada so Ilyas don argunia mer don bilgolaklar ta mo ona je ta zawolching am die ore doit kom don هو شادانه هر دان شادینات اور هر دان دلما اتیگه دیل هر وی نیر ان اولیدانه هم دیش نواستوار دان ایتیب نواست دانه تا دوکویز دان در کالارم خل دان در ایشچک با پربلای هان دان وام دان اونگی اولی دان گلاوشو آخس مامدو دست دان مایر گرو دخس مامد دانه Geartechnics dan, uurschmelle pribors dan, форматеж dan, хамел вошел dan. Имел 16 тысяч добровольцев через мэры до города Грозного, Телоч, Бог, все мэры Бобин Саш, Бог Бобин Дон, Ахюш Бу. На халате банд и Михаил Баширов Дон, и Баширов Дона, Вейдон, правительство, Хейкл Дуалам, до Шухон Даджи Дона, а дайлом, что чек дала, до Камел Датс Дон, Салам, Велхалум Дала, и Тендалу Датса, Осман, Ала, чек дало, чек дал, что Датс Дон, дал дух да, дольше да, Мосо Вошем Алар dat ja werkt wel dan. Ze zijn ook daar zo'n ISA's dan, met z'n dan, machines uitje, staat zo deze werk dan, waar is dat? Dan daar boodschap. ISA's zit zat weer uitje, machine werken dan, dan moet je daar machines zitten dat dan, geen daar werken hoe ik soms daar dan. Eerst patriotisme dan, eerst dan, любовь к родине dan, als wel dan moet je ook dat zo'n machine dan, dat je machine je hij zit dat dan, tot dingen dan, hoe je een preil patriotisme dan, dat toch wel is dat daar toch wel dan. Adam Alhanos dan, Beisengur Benoiski Hill. Bayrak dan, Yinawain dan, original dan, Essence dan, Moskva dan, neskelijk inzoekbare jaren, dat is dan, zo weten, Hanilsa dan, Adelna Asani dan, Magli dan, Baysengur Bataljon, Yahay, Wuka Khalid dan, de rest dan, Adam dan, Syria dan. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов выступил с инициативой возложить обязанности по уходу и реконструкции родовых башен на представителей тейпов. Это значительно облегчит работу по возрождению исторических объектов. истории бог عبيل قلدوق دائما حيدشيا دال ديغ الويل دال غازوة قبل دويل وش دائما باخدو إزوي قيقنا دوي شاميش الوشي بوخ شي قام شي موت لردش ويداتس ونوخشي خداتس تحلل بدلجاني هورا ما هو شوح شي طيب حدا شاح شي داي حبو الأورم يبولشي وغن سنة خيرتر شيلا دوقهم داتس يتشوغ ديوانا خز بلغش بيش كان قاعد ديوان إيمنا إبوا بهوش بوش ناخ بوي خز إبعو مت واتيش هنا أشخان عريا ديوان إشي بوش ديوانا سنع بيتن هرداتر ليرمي مكدا تغو شقيات أو يوما قيق يزك إيه قيقنا مجر دوتي دعاقة إتنا تاق هنا خزاخش قيت ديوان هنا ودل جيتنير تحبولو ناخ مقناخ إردوق سنع هينز قيس مشبوه دعبولين ليرمي مهكدا يبعونش متريتين نشا هينز الشيء شيء تيبن خليه تاقوق تيبن أول ديوان الشيخ اللي أولي سنع ديوانا دوق بيتن خردوش ليرمي مهكدا همش دو تحبول شاد ليلوش تعمل لسون نوعي شو بيتن خردات خلص
ديعة سيعة بيك بوتسك شيء إنك ذات ويرودازنا نوتشي شوعة غلقي يح يحيوش واحد نقاس ودخون управление така едъл да правим структур шо да живее вако живее кастор да питан дъгъра чолтеги кое се да бодър бъдестан. Одной из приоритетных задач Министерства культуры региона является объединение усилий всех историков под руководством Академии наук Чеченской Республики для установления единого факта возникновения чеченского народа. Результатом этой работы должно стать многотомное издание об истории нашего общества. Об этом сообщил министр культуры Муса Дадаев. Для достижения наилучших результатов при проведении года истории мы должны разработать комплексный подход, при котором каждое направление будет объединяться усилиями различных ведомств и учреждений. Совместные усилия, которые положительно скажутся на текущее состояние вопроса сохранения нашей культуры и истории. Одним из приоритетных направлений является объединение усилий под началом Академии наук Чеченской Республики и всех историков региона, чтобы установить единое научное подтверждение факта о возникновении чеченского народа, становление и развитие общества в целом и общественных институтов, результатом которого работа должна стать многотомное издание об истории чеченского народа и государственности, содержащее в себе все исторические факты, имеющие подтверждение. Джамбулат Умаров рассказал о проделанной работе по реставрации флагов и знамен известных чеченских религиозных и политических деятелей прошлого. Точные копии 6 миллиметра вой гюржи махка ягетен яки галереишка дона реставрация етнацан дон ахома арвож ахаялу ва шибайракари дал дон дерес хулцан дал даржа мулка саубагил ка илсхани уртарчун байрак ка тажу хажи байрак В заключение муфти региона подчеркнул важность проводимой работы по возрождению историко-культурного наследия. Он призвал присутствующих проявить благодарность Аллаху за наше благополучие. Под руководством Салаха Хаджи Межиева собравшиеся совершили коллективное дуа, прося Всевышнего о мире и процветании чеченскому народу. Царахтана адака ихдер дадан дорштол шо мет нохче мет шохилер her шо нохче тарих шохилер история шохилер إذا وش دوز دون الشيء حقهم إستورين أجر جوهات إني سوشبق عاد عليه باش بالموت بو موت دين بين وي أصدل جرجشنا أسقونغش حلاين خليوش والبيرقش إيش حلاير سير سيدر هدو يبايرقش حلاين ياتستان أقمر شو نقاشون دوحبي أسقونغش حقمر هرمر شو يرتا ستيسنرك يهمر شو ير عوري سوري حيقوم مش حياة شوال أروال عديزل دنيا قيبة يشلش حليغن ممسرش قيقش مول عاموش قرآن عاموش علم دحيوش علم قيملو ما شو خليز بوسو بساقن نخشوشون ملو ما شو خليزي قي هدر وي ستيسنرك. Хавай Демирова, Асхаб Керимов. При содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В начале недели Чеченскую Республику с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. В аэропорту почетных гостей встретил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Вместе они посетили Российский университет спецназа, который стал центром подготовки добровольцев. Подробнее об этом в следующем сюжете. В международном аэропорту Грозного заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева встречает лично глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, а также общественные и политические деятели республики. Рамзан Хаджи Кадыров тепло поприветствовал почетного гостя. Наконец, привет. Как взаимно, как ты? Порядок, как у вас? Тоже нормально. Поговорим. Здорово. Позже гости вместе с главой региона посетили Российский университет спецназа. Здесь их экскурсия началась со смотровой площадки. Обо всех подробностях подготовки добровольцев рассказывает заместитель руководителя Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина Дмитрий Пилипенко. Внимание, всем группам, стоп стрельба, стоп стрельба. Я фонтан прием.
Первое направление – это базовая подготовка, огневая подготовка, тактическая медицина, оказание первой помощи на поле боя. Они вот там, да? Так точно, внизу. Вот, у них наложение турникетов, эвакуация на поле боя, эвакуация с помощью стропы. Каждый доброволец обеспечивается за счет фонда турникетом, жгутом, индивидуальным перевязочным пакетом современным. Здесь они обучают, как правильно все это использовать на поле боя. А вот, кстати, медицинские все принадлежности, пакет вы делаете сами или вы покупаете? Значит, Покупаем. Покупаете, да? Хорошего качества, российского производства, Да, да. уже наладили производство. Раньше мы из Израиля, из Германии собирали. Там. Собирали из разных мест. Сейчас нормально уже там уже. Понятно. Здесь базовая подготовка во здесь второй галерее. Это вы рыли или Рыли, да. Слушайте, ну здорово. Я это, кстати, нигде не видел. Потому что в заглублении был стрельбище было, полигон был. Здесь у нас 200-метровые галереи. Дальше строится еще 300-метровая галерея, достраивается. Здесь уже более продвинутый блок подготовки. Это тоже добровольцы. Это уже второй уровень. Те, кто прошли первый уровень подготовки, они переходят на второй уровень подготовки. Это сколько дней? Первый уровень подготовки 3 дня до 5 максимум. Потому что у нас прибывают они постоянно. То есть здесь нет такого, чтобы сразу набрались полную. Понятно, да. И вот они постепенно прибывают, проходят первый, потом переходят на второй. На втором блоке идет подготовка передвижения на поле боя с укрытиями, без укрытий, с боевой стрельбой. И также у нас еще сделаны окопы из ширм. После курса специальной подготовки полученные знания добровольцы закрепляют уже в зоне проведения специальной военной операции. О том, как проходит обучение бойцов, делится командир спецназа Ахмат Апсиалаудинов. Командир спецотряда Ахмат, знакомый, да. Он там что делает? Расскажи. Вот у нас получается, после того, как закончат бойцы здесь подготовку, прибывают к нам на передовую, у нас свои полигоны там развернуты, значит, мы их там тоже распределяем по полигонам, 10 суток уже в боевых условиях. Полигоны уже на новых территориях. Да. Значит, там мы их готовим дополнительно, потом, получается, мы их заводим поэтапно, таким образом, чтобы человек, уже попадая на передовую, он уже привык уже к разрыву. Адаптировался, не боялся. Там мы из них, получается, выявляем людей, которые могут работать как снайпера, как беспилотчики. У нас, получается, вот, подразделение состоит из 12 отрядов. Каждый отряд у нас имеет полный законченный цикл, получается. Это начиная от снайперской группы, беспилотчики, FPV-шники, сбросники, ретрансляторы, значит, штурмовики, минометчики, значит, закрепленцы и эвакуационная группа. Это полный цикл получается. То есть мы... И сколько дней вы их там готовите? Ну, в общей сложности, вот подготовку здесь первичную проходят они, получается, 2 недели. У нас 10 суток. И еще после этого, до того момента, пока на передовую он попадает, у нас где-то еще около недели проходит. Ну, то есть дней 40 получается? Нет, 30. 30, да? 30. Да. Но зато я скажу так, психологическая подготовка очень хорошо помогает бойцам, привыкнув уже ко всему. И они возвращаются. Да. И они вот готовы, возвращаются, потом они заново 3-й раз, 4-й раз. 70-80% бойцов, которые к нам зашли изначально, они все время у нас, получается, вот, возвращаются. Проект Российского университета спецназа уникален и не имеет аналогов в мировой практике. Курс подготовки в университете охватывает все возможные направления профессиональной, тактико-специальной и спортивной подготовки. Всего с начала проведения специальной военной операции ускоренный курс боевой подготовки здесь прошли более 16 тысяч добровольцев со всей страны. Нет, ну просто сама модель, я этого не видел нигде. На самом деле абсолютно передовая, потому что все в заглублении, значит, с точки зрения даже безопасности это все гораздо лучше. Дмитрий Анатольевич, это единственный комплекс вообще в мире, на котором есть вообще каждое направление, начиная от подводной подготовки, заканчивая воздушной. То есть у нас подводные бассейны есть, да, или что? Да, тут получается полный комплекс, полный цикл получается спецподготовки. Любое подразделение специального назначения, которое только есть в мире, оно может приехать. Охрана, военные здесь, они что делают? Инструкторов отправляют, смотрят, вот, и новые работы пишут, и здесь обучают. Но вы же всех здесь тренируете, правильно? Это же не только для СВО. Да. Абсолютно. Конечно, здесь и гражданские люди могут пройти подготовку, и военно-патриотическое воспитание молодежи. Здесь все чеченские там госслужащие, не госслужащие, все прошли подготовку. Любой человек должен иметь абсолютно. Муфтият также проходит. Муфтият проходит. И медицинскую подготовку. Духовное управление с нашим муфтием
полный прошли спецподготовку, да. Ну, хорошо, постоять могут за себя. Также гости посетили крупнейший центр парашютной подготовки Good Sky. Аэродинамический комплекс включает аэротрубу диаметром полетной камеры 5 метров и высотой 11 метров. Пройти подготовку здесь могут как профессиональные спортсмены-парашютисты, так и любители экстремальных видов спорта. Красота. Данный проект у нас имеет систему кондиционирования именно закрытого типа, потому что в жарких условиях климатических, чтобы группа работала в комфортных условиях. Сколько нужно времени в трубе провести, чтобы... На базовом уровне порядка 2 часов. 2 часов, да. Также парашютное направление включает в себя аэродинамические дисциплины парашютного спорта. Сейчас инструкторский состав вам продемонстрирует программу, которая готовится к Кубку России, который пройдет в Москве в апреле месяце. Данный комплекс включен в авиационное направление, соответственно, 2 локации у нас: аэротрубное направление и также авиационное направление. И в пешей доступности доступно парашютное направление, где всегда проходят кубки, чемпионаты России. Ну, круто, конечно. Я не видел никогда вживую. Все то же самое выполняется и в небе. Нет, ну в небе понятно, это на земле это даже более удивительно. Здесь, безусловно, ограничение в пространстве, объеме, тем самым усложняет работу и группы, и в целом. Тренировка строится таким образом, что от простого к сложному, и травмоопасность. Это же мастера уже. Да. Далее гости осмотрели учебные точки на территории тактического города. Ведется подготовка подразделений, у нас планово все занятия идут. В этой галерее у нас проходит подготовку молодые инструкторы, которых мы набрали, они сейчас обучаются. Главный инструктор-методист обучает инструкторов, как правильно преподавать. Они через себя все пропускают, все отрабатывают приемы и действия. И после этого уже только сдают экзамен на инструктора. Такая многоуровневая система подготовки, 2 года, и мы получаем специальные инструкторы. Да? Инструкторы, один старший и остальные инструкторы. 100 чем-то инструкторов здесь. А сколько процесс подготовки? В целом, если от нулевого уровня до получения квалификации инструктора 2 года. Мы обучали их там в Москве, там они сдали. Здесь Государственный университет физкультуры прошли обучение обязательно. Все являются преподавателями, то есть все сертифицированные. На тренировочном полигоне Дмитрию Медведеву продемонстрировали навыки бойцов. Свое умение владеть оружием показал и начальник отдела безопасности главы региона Адам Кадыров. Систематически у нас занимается, тренируется. Да. Несмотря на юный возраст, увлекается очень стрельбой. Браво. Молодец. Сейчас он дальше должен. Уложил все прям. Безопасно обращается с оружием. Молодец. На самом деле молодец. Обстановка в Российском университете спецназа произвела на гостя хорошее впечатление. Он отметил, что в списках добровольцев состоят представители практически всех регионов нашей страны. Смотрели мы сейчас, как проходит подготовка добровольцев. Могу сказать, что это производит очень хорошее впечатление. Вот Рамзан Ахматович этим начал заниматься задолго до СВО, поэтому здесь создан уникальный комплекс. Надеюсь, что и ваша подготовка здесь будет вполне успешной, потому что от подготовки вот в таких условиях, потом уже ближе к передовой, на новых территориях, на полигонах, которые там расположены, зависит успешность той работы боевой, которую вы будете вести. Я посмотрел список тех, кто сегодня у нас в мероприятии принимает участие. По-моему, здесь вся страна. Так? Да. Гости пообщались с добровольцами, ответили на интересующие их вопросы. Я попросил бы кого-нибудь из вас немножко сказать о том, как вам здесь кажется все устроено. Как есть, Дон. Да, абсолютно откровенно. Что не нравится, Дон. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Марат. Я из Башкортостана, Салаватского района, Сковорка-Ингантал. Я не первый раз захожу уже. Какой у вас контракт? Это второй контракт, да. Да. И чувствуется динамика между первым разом и вторым, то, что развитие, подготовка улучшается, усиливается. Сколько вы здесь уже, Марат?
Больше 2 недель. Больше 2 недель. Да, больше 2 недель подготовка занимается. Все время что-то новое по сравнению с первым разом. Но условия-то здесь действительно очень хорошие созданы. Значит, они недаром все стремятся стать добровольцами здесь, просто потому что тренировки очень хорошие, специалисты очень хорошие. Да, специалисты высокого класса, каждый раз обучаемся все новому и новому. Идем уверенно. У вас какая специализация, чем вы заниматься-то будете? Стрелок. Стрелок? Да. Тут все есть, что нужно, да? Все необходимое есть, да, в полной мере, целый день. Питание. Опередил меня, да? Самое главное. Материальные условия все устраивает? Все отлично. Вплоть до носков, начиная от носков и заканчивая зимние. То есть вещевка вся на уровне, все хорошо. Заключительная точка – палаточный лагерь добровольческого подразделения «Ахмат». Здесь Дмитрий Медведев выступил перед добровольцами, которые совсем скоро отправятся в зону СВО. Он пожелал им удачи и успехов на линии фронта. Я не буду объяснять то, что вы и так прекрасно знаете, поскольку приняли для себя сложное и важное решение стать добровольцами и пойти защищать нашу Родину. Но сейчас для нашей страны действительно особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять. Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть победой. Именно на это нас настраивает Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Кроме того, Дмитрий Медведев высоко оценил вклад нашей республики в проведение специальной военной операции. Он подчеркнул, что в этом направлении проделана большая работа. В конце встречи собравшиеся сделали совместное фото. Диана Харм, Шадам Арсанукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Ключевые вопросы, связанные с СВО, Дмитрий Медведев и Рамзан Хаджикадыров позже обсудили на встрече с командирами силовых подразделений. Говоря о вкладе Чеченской Республики в специальную военную операцию, зампред Совбеза заявил, что наш регион один из самых патриотичных в стране. Подробнее в следующем сюжете. Совещание с командирами силовых подразделений республики и участниками СВО началось с приветственных слов главы региона. Рамзан Хаджикадыров поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанное доверие еще в далеком 2009 году, когда был отменен режим контртеррористической операции в регионе. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, дорогие друзья, я хочу поприветствовать нашего дорогого гостя, даже не гостя, нашего Дмитрия Анатольевича, который нам открыл путь восстановления Республики Дон. Это было в 2009 году, когда были все против. Дмитрий Анатольевич взял на себя ответственность и отменил КТО. Это после этого мы начали все восстанавливать. И сегодня он с нами, всегда все мои просьбы не отталкивал, а поддерживал. И я очень рад, что вы сегодня с нами. Эти все командиры, которые участвовали в взятии Мариуполя, Попасной, Лисичанск, все они были участниками. Спасибо еще раз, что вы приехали. Свою речь Дмитрий Медведев начал с упоминания героев чеченского народа. Он отметил, что первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджикадыров, показал достойный пример всем последующим поколениям. Также Медведев поздравил главу республики с недавним присвоением ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Вообще количество героев в Чеченской Республике очень значительное. Начиная с Ахмата Хаджикадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев, спутников. Кстати, Рамзан Ахматович, пользуясь этой возможностью, хочу вас тоже поздравить с государственной наградой, которую недавно вы получили вместе со своими товарищами. Спасибо. Вот, так что это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны Верховного главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Также гость высоко оценил уровень подготовки добровольцев, обучающихся в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Он отметил, что чеченские бойцы проявляют мужество и отвагу на линии фронта и доблестно защищают интересы нашей страны. Поэтому все, что вами делается, как военачальниками, как
просто верными сынами своей республики, нашего большого Отечества, Российской Федерации, исключительно важно для того, чтобы мы добились победы. Вот мы только что принимали участие, я сказал несколько слов, Рамзан Ахматович тоже несколько слов сказал, перед отправкой добровольцев. Ведь недаром добровольцы, которые проходят подготовку в республике, выбирают именно Чеченскую республику. Просто потому что здесь очень хорошо все сделано, очень хорошие инструкторы, очень хорошее качество самого полигона, материальной составляющей и оружия, которое здесь применяется, и всего остального. То есть это символ того, насколько заботится сейчас республика об этом факторе. Председатель парламента республики, руководитель оперативного штаба субъекта Магомед Даудов отметил патриотизм чеченского народа. Он подчеркнул, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, самоотверженно сражаются за свою родину. Также Магомед Даудов доложил о деятельности регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в зоне СВО. Благотворительная организация помогает не только военнослужащим, но и регулярно отправляет помощь жителям новых регионов. Огромную помощь нам оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На нужды спецоперации фонд закупил 1546 единиц спецавтотранспорта, в том числе 169 бронированных машин, 4400 квадрокоптеров, 30 400 единиц средств связи, более 70 тысяч полной военной экипировки, приборы ночного видения, тепловизоры, антидроны и многое другое. Жителям освобожденных территорий передано около 26 тысяч тонн гуманитарного груза. Всего на нужды СВО фонд направил 29 миллиардов 212 миллионов рублей. Дмитрий Медведев отметил, что Чеченская республика внесла весомый вклад в специальную военную операцию. Магомед Харахметович, я тоже хочу сказать слова признательности в ваш адрес, поскольку вы занимаетесь организацией этого процесса. Вот те цифры, которые вы называете, свидетельствуют о очень существенном вкладе республики в нашу общую победу. Вот. Ну и тоже, пользуясь этой возможностью, поздравить вас с высокой государственной наградой. Также с докладом о деятельности чеченских подразделений в зоне СВО выступил депутат Государственной Думы страны Адам Делимханов. С первых дней, где бы совместно с Министерством обороны, с Росгвардией, где бы ни были наши подразделения, любая поставленная задача Верховным Главнокомандующим и Рамзаном Ахматовичем была выполнена и будет дальше выполняться. Наши подразделения, которые сегодня на линии соприкосновения, в подразделениях нет никаких проблем. Мы по поручению Рамзана Ахматовича часто выезжаем, контролируем, со всеми взаимодействие налажено, нет никаких проблем. С начала проведения специальной военной операции глава региона оказывает всю необходимую помощь бойцам, находящимся на линии фронта. Об этом в своем выступлении рассказал командир спецназа Ахмат Аптиалаудинов. Дмитрий Анатольевич, вы посмотрели, я вам честно скажу, наверное, только верхушку айсберга той работы, которую делает Рамзан Ахматович, вся команда Кадырова в республике. Я скажу, что самая важная задача, которая выполняется этой командой, это, наверное, тот духовный запал, который он передается той команде, которая направляется на фронт. Те бойцы, которые попадают в этот центр Русспецназ, получают не только боевой опыт первоначальный, но еще получается азы той истории, того дела, которое они должны выполнять там на передовой, и это отнюдь не отвоевать у наших врагов кусок земли, а воевать за Божье дело. О разработке новых технологий для вооруженных сил страны рассказал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. За последнее время мы довольно существенным образом наладили производство, нарастили производство беспилотников разных уровней, потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере. Мы очень сильно отставали по этому компоненту. Да, у нас хорошие танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие. У нас есть стратегический ядерный комплекс. А вот дроны мы не делали.
сейчас стали делать, но нужно наращивать их производство. Вы правы, этим занимается Министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны. В завершении встречи глава региона поблагодарил Медведева за высокую оценку и пристальное внимание к региону. Он пожелал присутствующим успехов и удачи в защите интересов страны. Диана Хармуш, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Сразу после глава региона вместе с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и полномочным представителем президента ВСКФО Юрием Чайко посетили военный комиссариат. Здесь они пообщались с руководством ведомства и посмотрели, как налажена работа по призыву. Здесь он подписывает контракт, после его ознакомливают со статьями уголовной ответственности, с денежным удовольствием, как всеми специальными операциями. Вот с чего включается приписание на убытие к новой службе по необходимости воинских. Сколько по времени занимает сейчас этот процесс? День, максимум 2. Понятно. Ну, к чему стремились, того и добились. День это не 2 недели, а то и до месяца доходило раньше. Вам спасибо, что вы организовали. Ну, на это потребовались определенные труды. Систем нет у нас там. Они крайне. Хорошо, на самом деле. Ручное управление. Нормально все? Да, все в порядке? Приняли вас? Нормально все как положено. Условия хорошие. Условия очень хорошие. Условия хорошие, это правда. Чеченской Республики хорошие. Здесь же Дмитрий Медведев передал 10 новых автомобилей «Нева» для нужд военного комиссариата. Он выразил благодарность всем сотрудникам за их профессионализм в выполнении служебных обязанностей. Была проблема. Рамзан Ахматович вмешался. Значит, попросил Дмитрия Анатольевича помочь. Дмитрия Анатольевича помочь. Значит, в итоге, в результате коллективной деятельности, коллективной работы, вот, огромное передаем вам эти автомобили. Пользуйтесь, пожалуйста. Они были просто жизненно необходимы, потому что задачи в связи с СВО увеличились у нас. Муниципального военных комиссариатов сильная нехватка. Ну да. Поэтому мы обратились. Ну и машины правильные, как раз проходимые, те, что смогут доехать до самых отдаленных частей. Спасибо вам спасибо, Рамзан Ахматович. Поздравляю вас. Спасибо большое. Всего доброго. В завершении рабочего визита Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями регионов СКФО на тему СВО. Он высоко оценил вклад Чеченской Республики в укрепление военной мощи России и заявил, что остальным регионам следует равняться на такие показатели. Подробнее расскажет Хава Айдамирова. Начиная совещание с главами регионов СКФО, Дмитрий Медведев отмечает, что в Чеченской Республике достигнуты высокие показатели подготовки добровольцев и набора контрактников в ряды российских вооруженных сил. По его словам, в этой работе особую роль сыграл Российский университет спецназа имени президента Российской Федерации Владимира Путина, на базе которого подготовлено более 16 тысяч добровольцев. По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 53 тысяч человек. Я имею в виду цифру с 1 января текущего года. Значит, в целом этот процесс идет неплохо. Округа активно работают, регионы активно работают. Тем не менее, несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать, в январе план выполнен только в одном из субъектов, а именно в Чеченской Республике. Вот, поэтому здесь нужно всем поактивнее работать. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул, что есть дополнительные полки и батальоны, готовые при первом приказе отправиться в зону специальной военной операции для защиты интересов страны. Дмитрий Анатольевич, многоуважаемый Дон, спасибо, что вы приехали в республику, посмотрели, сами убедились, вот, в каких условиях наши добровольцы обучаются и какие у них условия. На самом деле это вся Россия, вся Россия там была. Именно так. Вот, да. Добровольцы были со всей России. Да, поэтому нам абсолютно ничего не нужно. Республике патриотизма хватает. Есть желающие, которые выехать на специальные военные операции, очень много. И я думаю, что у нас 4 полка и 3 батальона ждут приказа своих командований, и они готовы выполнить любые задачи любой сложности.
Поэтому нам только нужен приказ, и приказ мы выполним. Лидер субъекта с Дмитрием Медведевым ответили на вопросы журналистов. Заместитель председателя Совбеза страны высоко оценил вклад Чеченской Республики и, в частности, Российского университета спецназа в проведении СВО. Он подчеркнул, что за последние 5 лет достигнут хороший прогресс в благоустройстве региона и других ключевых сферах. У меня самые благоприятные впечатления остались от посещения университета, потому что это хорошо подготовленная, мощная база, где можно в короткое время дать все необходимые навыки для того, чтобы военнослужащие, как добровольцы, так и контрактники, военнослужащие и контрактники, могли успешно их применить на линии боевого соприкосновения. Это результат той опеки, внимания, наверное, которое республика, вот Рамзан Ахматович, как руководитель республики, к этому вопросу проявил. Причем обращая внимание не прямо сейчас, а исторически, еще с 2016 года. Да, то есть это такая большая программа, которая сейчас приносит результаты. Я сегодня общался с добровольцами, они действительно вдохновлены тем, какие знания они получают. И специалистами, которые работают, я имею в виду инструкторы, и, естественно, всеми видами оружия, которые они используют, но и материально-технической оснасткой, что для любого военнослужащего имеет исключительное значение, включая, конечно, и фактор обмундирования, одежды, которая используется, ну и всего остального, что делает службу нормальной и правильный. Вот, поэтому думаю, что это хороший проект, и результаты говорят сами за себя, потому что мы только что провели совещание. Если говорить о тех, кто подписал контракт с Министерством обороны, о службе, о добровольцах и о военных контрактниках, то вот Чеченская Республика уже выполнила те перспективные планы, которые у нас были на февраль месяц. То есть работа налажена хорошо. Но на самом деле за эти 5 лет и Грозный, и Гдермес, в общем, каждый город по-своему хорошеет. Вижу много зданий. Отметил, вот сказал Рамзан Ахматович, что на улицах чисто, комфортно. Ну, что говорить, эти 5 лет были потрачены не напрасно. Республика развивается, и на самом деле свидетельство этому можно увидеть на каждом шагу. Глава республики отметил, что взятие Авдеевки – это еще один шаг к победе над нацистским режимом Киева. Я скажу, из Авдеевки стреляли по мирным жителям, Донбасс, Луганск, это очень важно было для нас. И не только Авдеевка, и еще сел, несколько сел забрали. И каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас очень нужно, потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать, потому что они бьют по мирным жителям. А нам Верховный Главнокомандующий даже не дает возможности по полным ходам провести спецоперации из-за того, что там находятся мирные жители. Поэтому Авдеевка – это один шаг к победе. Еще, Дон. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева. Хава Айдамирова и Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. А в среду с рабочим визитом Чеченскую Республику посетил директор Федеральной службы войск Национальной гвардии страны, главнокомандующий войсками Национальной гвардии России, генерал армии Виктор Золотов. В аэропорту Грозного его встретил глава региона. Вместе они приняли участие в торжественной церемонии вручения ордена Жукова Северокавказскому округу Росгвардии. Государственные награды получили сотрудники ведомства. Подробнее в следующем сюжете. На торжественную церемонию в войсковую часть Грозненского соединения прибыли директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, полпред президента ВСКФО Юрий Чайка и лидер субъекта Рамзан Хаджи Кадыров. Указом главы государства Северокавказской объединенной группировки сил вручается орден Жукова. Директор Росгвардии лично прикрепил знак особого статуса к штандарту командующего и поздравил личный состав с этим историческим событием. Я поздравляю весь личный состав Северокавказского округа войск Национальной гвардии с обретением почетного статуса орденоносный. Отныне штандарт командующего вашего прославленного объединения венчает высокая награда имени маршала Победы героя Георгия Константиновича Жукова. Это событие, безусловно, символизирует глубокую историческую преемственность,
поскольку нынешние бойцы и командиры Росгвардии демонстрируют примеры исключительной ратной доблести, уверенно следуют по стопам поколения победителей. Вместе с тем, награждение Северо-Кавказского округа орденом Жукова объективно свидетельствует о его особой роли в структуре войск Национальной гвардии, а также в системе обеспечения государственной и общественной безопасности России. Затем Виктор Золотов вручил особо отличившимся росгвардейцам государственные награды. Служу России! После перед собравшимися выступил полномочный представитель президента страны в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Сейчас десятки тысяч бойцов из региона Северного Кавказа, военнослужащих и добровольцев также находятся на передовой, подтверждая статус округа самого воюющего в стране. И сегодня наш национальный лидер, президент Владимир Владимирович Путин, своим указом о награждении орденом Жукова высоко оценил заслуги солдат, сержантов, офицеров и генералов, командиров всех степеней Росгвардии. Также на территории части открылся новый корпус детского сада «Звездочка». 1 марта он примет около 240 малышей и практически полностью решит проблему с очередностью в дошкольные учреждения детей военнослужащих. Мы стремимся создать достойные условия семьям наших бойцов и офицеров, где они черпают новые силы для ответственной службы. В этой связи особенно радостно присутствовать сегодня на мероприятии, которое с нетерпением ожидали многие наши коллеги и, конечно же, члены их семей. Я желаю всему коллективу педагогов и воспитателей «Звездочки», чтобы все ваши подопечные ребятишки выросли достойными гражданами нашей страны. Виктор Золотов передал ключ от нового корпуса заведующей детским садом. Для гостей провели экскурсию и показали концертную программу. И комфортный, и красивый. Он построен все на диво. Терем радости и смеха, терем дружбы и успеха, терем сказочной мечты. Не бывало красоты. Все здесь сделано красиво. Вам от всех детей спасибо. Также глава региона Рамзан Хаджи Кадыров вместе с директором Федеральной службы войск Национальной гвардии страны Виктором Золотовым и полномочным представителем президента страны в СКФО Юрием Чайкой приняли участие в награждении военнослужащих и сотрудников регионального управления Росгвардии, отличившихся в ходе СВО. Погоны воинского звания высшего офицера генерал-майора вручили депутату Госдумы Адаму Делимханову. Указом президента медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награжден начальник разведывательной группы штата управления Росгвардии шейх Ахмед Висханов, а заместитель начальника управления Росгвардии Султан Рашаев удостоен ордена мужества. Кроме того, ряд бойцов наградили медалями за отличия в охране общественного порядка. Присвоено воинское звание высшего офицера, генерал-майор, герою Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу, депутату Государственной Думы. Бакар. Глава республики выразил слова благодарности Виктору Золотову за постоянное внимание и поддержку, которую он оказывает бойцам. Я еще раз хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы с нами, за то, что вы разделяете наши проблемы и решаете любые вопросы, которые мы озвучиваем, ставим перед вами. Мы вас очень уважаем, и мы готовы всегда быть в строю на защите нашего Отечества. Мужество и героизм бойцов чеченских подразделений неоднократно отмечались руководством страны. Глава региона поблагодарил присутствующих еще раз и пожелал плодотворной работы в деле защиты интересов страны. Шамиль Ирсанбиев, Диана Хармуш, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.
Глава республики Рамзан Хаджи Кадыров встретился с председателем правления общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым и генеральным директором Российского общества знания Максимом Древалем. Они обсудили пути взаимодействия через внедрение новых программ проведения крупных образовательных и спортивных мероприятий на территории республики, которые в полной мере раскроют потенциал региона. У нас инфраструктура есть, мы можем 1000 людей посадить за раз. Есть огромные залы, круглые залы, большие, европейские, восточные, 5-звездочный дом, 2 гостиницы у нас, нигде на Кавказе такого нет. 5 минут едешь в аэропорт. Все условия для того, чтобы провести любое мероприятие и ознакомить молодежь российский дом, у нас есть условия все. Да. Здесь все условия есть. И я думаю, совместно то, что мы начали, считаю пилотное, как некий, центр, клубной, вариацию. 8 округов, 8 таких центров, где было бы как центр вхождения. Более того, мы вчера приняли решение, Рамзан Ахмадович, создать рабочие группы, так называемые координационные советы по округам. То есть один из министров спорта возглавляет на 2 года по округу. У нас же проходит очень большое событие, федеральные наши форумы, большие, очень большие. Осенью будет. Надо одну из площадок здесь сделать. Было бы здорово. И как раз весь Северный Кавказ здесь собрать, и здесь же с трансляцией, культуру показать, людей. Вся инфраструктура есть там у нас. Для этого, если сделать дом здесь, на Кавказе, от Дагестана, это практически центр получается. Всем ехать ближе дома. Также здесь обсудили проведение в регионе фестиваля «Техноспорт первых». Уникальное мероприятие прошло впервые не только в нашей стране, а во всем мире. Фестиваль собрал около 500 участников в возрасте от 18 до 25 лет, которые представляли 45 команд из 39 регионов. На открытии фестиваля министру Чеченской Республики по делам молодежи Ахмату Кадырову присвоили высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова. Орденом Кадырова Кадыров Ахмат Рамзанович, министр Чеченской Республики по делам молодежи. На этой неделе глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с муфтием Салахом Хаджи Межеевым и другими соратниками посетили Зиярат Хейзи, матери шейха Илысхани, да будет возвышена его святость. Здесь они сделали дуа, прося у Аллаха мира и процветания нашей республики и всем ее жителям. Также молили Всевышнего остановить геноцид палестинцев и уберечь от всех бед чеченских бойцов, сражающихся в зоне проведения специальной военной операции. اللهم ردهم إلى أهلهم ووطنهم سالمين غانمين ناصرين منتصرين طيبين فائزين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم ارزقنا مدد أستاذنا قدس الله سره في الدارين يا الله. اللهم أدم علينا بركات والدتي خير ووالد كشي رد عنهما في الدارين يا الله. اللهم أدم علينا بركات أوليائك يا الله. Уже на улице Рамзан Хаджи Кадыров пообщался с начальником отдела МВД Российской Федерации по Веденскому району Чеченской Республики Абубакаром Барщиговым. В доме главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова прошли религиозные обряды зикр и мавлид. Мюриды шейха Илысхани, да будет возвышена его святость, совершили коллективно вечерний намаз, восхваляли Всевышнего, благословляли пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, а также сделали дуа. Они просили Всевышнего уберечь чеченских бойцов на СВО и даровать спасение Палестине. يرتخن وين حقوة تندلش الحال تخر وين دبخن في البقي نشبوي ثاني خير دو أجبك خير تردو أسودلش الحال دو إز دين دال وح وزن ديل دين مارش وح وزن ديل مجدش دي الله وزن ديل حجرش دي الله وزن ديل مكة مدينة بالناقش دي الله وزن ديل باهوش بالخش دبخنا إديك ناخ تخر خللش سير دو عن جواب دله دال دين دا ولا وين خلق دا مخك دا والله وين طبعا مجد قشتا حجر قشتا حافظا حجر قشتا خزي الكيتشل دا وطن ديرش دو بس حسم ذكر جديد دو عن بخيتر طبعا شاه وذكر اهل
سينتير شا حوالي البحندلوش حاجة شاوي أولو دا مخكة والله أولوش إلياس تاق شندين دا وق عابد ولو شين دا وق عالم ولوش اشتو اسهوت ايرا وسينتير حواش البحندلوش فتشح ودعوة هر نظام دوخ وشو دا هنا سعيش ليه استنشاه مص يرتش كها دوخ ساعة نشتو غيل مسكش نا عندالو ساعة نشتو ساعة نو بال يهمتو بال دم باخ تاق ساعة بال يناي اسخلقنا يقي بردو في الهوت بدوا. С начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины исполнилось 2 года. За это время российские войска освободили от укронацистов большое количество городов и населенных пунктов. Весомый вклад внесли подразделения из Чеченской Республики. В специальной военной операции приняли участие около 38 тысяч бойцов, в том числе более 16 тысяч добровольцев. В регионе сформированы 4 полка и 5 батальонов Министерства обороны и Росгвардии. Постоянную помощь военнослужащим оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За 2 года на средства организации было закуплено более 1500 единиц специального автотранспорта, в том числе 169 бронированных машин. Также закуплено около 4500 квадрокоптеров, более 30 тысяч средств связи и многое другое. Помимо этого, жителям освобожденных территорий передано порядка 26 тысяч тонн гуманитарного груза. В Аргуне прошла акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Мероприятие организовали для детей чеченских бойцов, погибших в ходе СВО. Организаторами выступили телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова совместно с мэрией города Аргуна. Подробнее расскажет Халимат Шахидова. Большое количество сотрудников силовых структур отдали жизни за мир и благополучие на родной земле. Поэтому власти всячески поддерживают их семьи. Вот и в этот раз для них организована развлекательная программа. Чтение стихов и выступления исполнителя нашидов Исы Исымбаева с группой «Ан-Нур». На мероприятии присутствовали советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова Адам Шахидов, министр образования и науки Республики Ходжбау Дидаев, мэр города Аргун Ильяс Масаев и другие официальные лица. Они высказали слова поддержки родственникам погибших при исполнении воинского долга. قاعدين شيكو شت اقوچر دوشت اديلن هندو اس ديل قلويس صحابولنا دينا بولش بيل بوشون صحابولنا قلغنا بولش دينا بوشون دينا بولش بيلنا بولش بوشون ال شينا يناخنا تعني كيبر بيدين بوچ بوسوبنا خنزيني بوش بولنا اش دين بولش بيلورش بوش ام صحابولنا قلغن بولش دين بوش ديل لو قاحا ديل دو عشايسين واش دع ديل دين حلخر محكن حلخر يتربى القوضخ إغاثوتي إيلي سيرحق أعداء القرآن جوع بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ديل نوقع ديل دين بعن دول شقل خن بوش بول إقوان خي بوجري خلول إش زدري خلول إش بلبو ما قالش بوه دا القرآن جوع إش دين بوشن شن سخعشن قيش آية عبوه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ديلنو آخلخم برش أجبل بمؤاليل. Также семьям силовиков передали денежные средства от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. تير بيوزلي ترجوي يشاء ويا مخناز أمانوسا بقشية على صوغة النير سنة إيشتا إجدقا لوزوشا تغن نشيج أوش ديلا حواش ديلا إلجا حواش عليه الصلاة والسلام دوق بيركتي مجلس خليقز الله إيشت دا عقل نوج أزبيري بعد عيجاء تاسر ديلا حق يلسمن جو حتصير حيوك شردوش دوقوي دا مغلا حاوي ستوس كوي وجري غازوة تحت خلغن يشبوء الله تعاشي كوي أتوي تار تاني تار وين شفاعة دي دا ستوس كوي.
Региональные общественные фонды регулярно оказывают поддержку семьям погибших сотрудников и обеспечивают их всесторонней помощью. Такие акции для детей особенно важны. Помимо того, что здесь они могут окунуться в атмосферу праздника и хотя бы ненадолго забыть о своей потере, они получают и важную психологическую поддержку. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев встретился со студентами Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. Известный богослов выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина и рассказал студентам о важности участия в выборах президента страны. Он призвал учащихся не оставаться в стороне и проявить свою гражданскую позицию. Также он передал ректору ГГНТУ благодарственное письмо и памятный подарок. سين إحنا موخلي يستي ألا أس بيشبه خارجن بخار ألا يخارجن برا يكرر بغيزة. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адикюэл.